Отделалась условным сроком. Сегодня Орджоникидзевский суд назначил наказание преподавательнице УГНТУ, получившей от студентов более 1 миллиона рублей взяток. Получил свой срок и ее коллега. Все подробности далее. Неприличные жесты на камеру. Похоже, что именно так родственники подсудимой выражают свое мнение о судебном процессе. Однако все же средний палец вскоре приходится убрать, как и улыбку с лица. Ведь приговор сегодня зачитывают родной матери. Женщина обвиняется в 78 эпизодах взяточничества и более 60 случаях служебного подлога. В Уфе следователи закончили работу над делом в отношении 2 преподавателей Уфимского государственного нефтяного университета. Женщина обвинялась в 139 эпизодах получения взятки, а вот ее коллега в посредничестве и покушении на мошенничество. Компанию Ольги Мироновой в зале суда составил ее коллега Ефименко Евгений, доцент кафедры истории и политологии. В июне 2018 года он предложил одному из студентов организовать зачет и хорошую оценку у другого преподавателя. Стоило это 22 тысячи рублей. Сотрудника университета задержали. Мужчина признал свою вину, а вот его подельница – нет. Установлено, что с 2016 года по 2018 год старший преподаватель кафедры гидрогазодинамики за получение положительных оценок от студентов получал через посредников денежное вознаграждение в виде взятки. Сумма взятки зависела от желаемой оценки студентов, варьировалась от 11 до 30 тысяч рублей. 2 года длилось разбирательство в отношении бывших преподавателей УГНТУ, и 2 дня оглашался приговор. Ольга Миронова получила 5 лет и 6 месяцев ограничения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью 5 лет. А вот ее коллега получила на несколько месяцев меньше. У прокуратуры Орджоникидзевского района есть 10 дней, пока приговор не вступил в законную силу, чтобы решить, достаточно ли он суров для бывших преподавателей и стоит ли его обжаловать. Скажите, пожалуйста, вы согласны с этим приговором? Будете обжаловать? Не будет. Айгуль Хатыпова, Шамиль Каримов. Новости Уфа.